знает, как растет картошка. Уверена, в нашей стране такого человека не найти. А теперь подумайте, сколько вы знаете сортов картофеля. 2-3, ну максимум 10. А между прочим, только нашими селекционерами их выведено более 100. В эфире проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая, и мы всей съемочной группой отправились на картошку. Что ж поделаешь, сезон такой. Но посмотрим на картошку не просто как на еду, а как на наукоемкий продукт и достижения ученых. Во второй части программы расскажем еще и о других овощах, так что не переключайтесь, будет много интересного. Сегодня в «Наукомании». Для чего картофелю криозаморозка? Чем кормить помидоры, чтобы они смогли накормить вас? Какое будущее у белорусского арбуза? И зачем в Антарктиде в этом году появились первые овощные грядки? Но сначала немного истории. От страха и неприятия до продукта номер один и статуса национального достояния. Такой непростой путь в нашей стране прошел картофель за последние 200 лет. Сегодня трудно себе представить, что еще не так давно по историческим меркам картофель считался несъедобным и даже ядовитым растением. Первые клубни в XVI веке испанские мореходы доставили в Европу из Южной Америки, где картофель уже был продуктом питания жителей Боливии, Перу и Чили. Однако понадобилось 2 столетия, чтобы европейцы стали рассматривать картофель как универсальный продукт. Примерно таким было его описание в XVIII веке. Декоративный цветок, лекарство от всех болезней, яд, истребляющий насекомых, и пищевое сырье. Другой современный овощной фаворит – томат в мире тоже долго не признавали съедобным. Сохранились курьезные факты. Когда Джорджу Вашингтону, будущему президенту США, подали на обед жаркое, украшенное помидорами, он и не подозревал, что его пытались отравить. А вот капуста, наоборот, с древнейших времен была и остается признанной и ценной овощной культурой. Сегодня ученые подтверждают, капуста необыкновенно богата клетчаткой, белками, витаминами и микроэлементами. Овощи с каждым годом становятся все более востребованы. Перед аграриями и селекционерами стоят новые задачи – выращивать овощную продукцию не только в достаточном количестве, но и с определенными заданными свойствами – цветом, формой и размером, с содержанием нужных веществ и приятных вкусовых качеств. При этом сами растения должны быть устойчивы к болезням и вредителям, а также давать стабильный урожай, несмотря на стремительно меняющийся климат. Вы можете представить себе научную лабораторию размером в несколько десятков гектаров, а вот «Наукомания» такую отыскала. Мы находимся на поле, но по-научному это называется поле, представляющее собой систему севооборотов научно-практического центра по картофелеводству. И наш первый спикер – Вадим Маханько. Вадим Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Вадим Маханько, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель генерального директора по научной работе научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Вадим Леонидович, мы с вами не впервые встречаемся в «Наукомании». Вы нас каждый раз удивляете. Удивляете, казалось бы, чем? Картошкой. Давайте продолжать удивлять нас и наших зрителей. Что здесь растет? Расскажите, пожалуйста. Это же, наверное, не просто вот картофельное поле. Мы единственное учреждение в нашей республике, которое занимается селекцией картофеля, то есть выведением новых сортов. И вот на этом поле уже даем заключительную оценку тем перспективным образцам, которые через год, через 2, через 3, через 4 могут стать потенциально новыми сортами. Мы начинаем свою работу со 150 тысяч новых образцов, а вот на это поле уже остается порядка 1500 образцов, из которых выбирают потенциальных кандидатов на сорт. Про сорта картофеля можно говорить очень много, очень долго, но, как правило, известны людям, несколько десятков максимум. А какие-то вот новые вы можете назвать, что здесь сейчас пробуете? Из известных сортов мы можем назвать наши 2 основных брендовых сорта – это Бриз и Скарп. Очень-очень близко к ним уже подошли новые сорта Манифест, Вектор, более поздний сорт Журавинка. А из новый ранний сорт Палац, который по-своему уникальный, имеет красную кожуру. И новый среднеспелый сорт Лель,
которые мы очень любим за его высокую пригодность для переработки. Насколько эти сорта цветные, нетрадиционные, да, скажем так, показали себя, проявили в белорусских почвах? Мы сейчас говорим именно о традиционных сортах. Просто есть сорта с желтой кожурой, с белой кожурой, красной кожурой. Да вот именно сорт Палац, у него именно красная кожура. Наши люди не очень любят картофель с окрашенной кожурой. 15% его хорошо воспринимают. В основном это товар, который пойдет на экспорт. А что касается образцов с окрашенной мякотью, то здесь еще не початый край работы. Не могу вас не спросить про республиканский банк картофеля. Расскажите, что это такое, для чего его создавали? Если раньше в Советском Союзе у нас был единый банк в виде Всесоюзного института растениеводства имени Вавилова в Ленинграде, то теперь пришли к решению, что должен быть хоть небольшой, но свой банк, где будут сохраняться и старые наши сорта, и образцы, те, которые мы получаем со всех стран мира. И в итоге на правительственном уровне было принято решение о создании такого банка и придании ему статуса национального достояния. Наши корреспонденты, мои коллеги изучили банк. Давайте посмотрим и мы. Коллекция картофеля, признанная национальным достоянием, представляет собой стеллажи с пробирками, в которых находятся крошечные ростки, часто на картошку даже не похожие. В пробирках у нас поддерживаются сорта картофеля, которые нашей белорусской селекции, их 62, базовая коллекция сортов. В пробирках, вот вы видите, поддерживаются дикие виды, а также соматические гибриды, которые получены от слияния с дикими видами. Поэтому наша задача взять ценные гены от диких видов и как-то привести к культурному картофелю. Оказывается, то, что мы называем картофелем, содержит лишь малую толику его настоящего генетического разнообразия. В Южной Америке растет около 200 его диких видов и подвидов. Но все известные сейчас культурные сорта, более 5000, относятся всего к одному его роду. Экземпляры дикорастущего картофеля для современных селекционеров на вес золота. Их бережно размножают в пробирках, после чего в специальных теплицах они проходят испытания на устойчивость к болезням и содержание полезных веществ. Вот здесь в коллекции репродуцировано находится порядка 400 образцов 60 видов картофеля. То есть мы получаем из генетических центров в течение 3-5 лет, оцениваем по хозяйственным ценным признакам, выделяем те генотипы, которые для нас интересны, и потом мы заносим пробирку. И когда надо, допустим, селекционеру взять какой-то свой материал, то пробирка расчинкуется, опять сюда, в свою теплицу, начинает цвести, растение происходит скрещивание, получается свои гибриды, которые в дальнейшем используются в селекции. Одни виды дикой картошки похожи на саженец яблони, другие – на экзотический цветок. Часто клубни у них даже не завязываются или имеют горький вкус. Зато эти предки картошки обладают сильной устойчивостью к фитофторозу и многим другим болезням. Они могут подарить этот ген новым сортам культурного картофеля. Для повышения эффективности скрещивания мы высаживаем картофель на специальные такие подставочки деревянные, на камни. Когда начинаются образовываться клубни и столонные клубни удаляются. Это стимулирует цветение, картофель продолжает расти, многоярусное цветение, и селекционеру удобнее скрещивать. Если так в поле период скрещивания длится не более 2 недель, то это занимает 3 месяца. Так получают семена картофеля не из клубней, а из тех самых несъедобных плодов, из-за которых наши предки это растение долго считали ядовитым. Новые гибриды высаживают на рассаду. Они проходят сложные испытания на устойчивость к заражению вирусами и типичными картофельными болезнями. Те из них, которые выдержат лабораторные проверки, возможно, дадут начало новому сорту картофеля. Вот в сюжете упомянули про дикие виды картофеля. Золотой ключик для ученых? Чтобы ценные качества с дикого картофеля попали в культурный картофель, это не 1 десяток лет. То есть это очень кропотливая работа, и сделать это может только грамотный, подготовленный коллектив. И именно коллектив с хорошей преемственностью, потому что за 10 лет в селекции сделать практически ничего невозможно. Практически во всех наших сортах, которые сейчас мы используем в производстве, уже есть гены диких видов. Владимир Леонидович, предлагаю перейти к труду, так сказать. Давайте попробуем посмотреть, что же там в земле, каков урожай. И заодно расскажем нашим зрителям, как правильно копать картошку. Вот вы приехали сразу с вилами, а я почему-то все время до этого копала лопатой. Вилами копать более правильно. Первое. Картофель меньше травмируется, повреждается, он не режется. Второе. Тот объем земли, который мы переворачиваем лопатой, когда мы берем вилы, он гораздо меньше, потому что часть земли просыпается между зубьями. И получается такой маленький комбайн, который одновременно и выкапывает картофель, протряхивает землю и так далее. Со сроками как угадать?
Это в первую очередь зависит от срока посадки и от того сорта, который выращивается на том или другом участке. То есть ранние сорта, ну как можно посмотреть, вот ботва уже убрана, уже готов к уборке. Сорта более поздних сроков созревания, но они еще вегетируют, то есть накапливают еще урожай. Но это не говорит о том, что под кустом еще нет урожая. Урожай уже есть на всех сортах практически, но он должен вызреть, кожура должна огрубеть, она не должна шелушиться. Только такой вызревший картофель, во-первых, будет иметь прекрасное вкусовое качество, а во-вторых, он будет хорошо храниться. Ну что, самый ответственный момент? Попробуем. Вот. Вот она. С розовой кожурой, правильно? Это известный белорусский сорт «Вектор», который не самый новый, но и не самый старый, но уже завоевал большую популярность. И действительно, на кусте все одна в одном фактически. Очень мало маленьких. Ну, а теперь новый сорт «Гарантия», внешний вид которого не совсем привычен белорусскому глазу. Ого! То есть вот такая насыщенная окраска клубней. Класс. Ну а мы продолжаем. У нас традиционная рубрика «Студия для Беларуси». И молодой ученый расскажет о своих научных разработках, которые помогут бороться с вредителями. Давайте посмотрим. На картофеле болезней очень много, потому что это обусловлено особенностями культуры. Развиваются они и в поле, на ботве, на клубнях, на стеблях, и потом при закладке на хранение. То есть получается круглый год. Изучаем мы их следующим образом. Выделяются чистые культуры патогена. Вот как здесь сейчас вы можете видеть, это чистые культуры ранней водянистой гнили. Одна из новых болезней для Беларуси, вызвана тем, что потепление климата сейчас и ее вредоносность растет. Жаркий год, она очень вредоносна. Также проходит и с другими патогенами, выделяются чистые культуры патогенов-возбудителей, фитофтороза, альтернариоза, все виды парши, бактериозы, клубневые гнили. Но в основном основная масса работы – это селекционная оценка с целью получения устойчивых форм, которые дальше будут использоваться в селекционном процессе. Здесь вообще стоит разделить, о чем мы говорим. В дачных условиях, когда люди выращивают картофель, или для производственников. Если в дачных, то можно обойтись профилактическими различными мерами, можно использовать биопрепараты и так далее. То есть это для того, чтобы более экологически чистую продукцию получать. В условиях производства это сделать гораздо сложнее, потому что там большая интенсификация и так далее, большие дозы удобрений, и все это способствует проявлению болезней, и очень большие потери там влияют. Поэтому, если говорить о производстве, то у нас это ключевое – это применение комплекса пестицидов, химических средств защиты и комплекса профилактических мер. Это «Наукомания». Мы продолжаем. И смотрите далее. Какое будущее у белорусского арбуза и зачем в Антарктиде появились овощные грядки? Это «Наукомания». Мы продолжаем, но, как видите, продолжаем уже немного в других декорациях, но все же тоже в полях. Это поля Института овощеводства, но по дороге сюда мы заехали на опытный участок этого же института и приобрели там вот что – белорусский арбуз. Обо всем по порядку спросим у директора института. Андрей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Чайковский, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института овощеводства научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Андрей Иванович, раз уж такой красавец у меня в руках, белорусский арбуз, расскажите, у вас опытный участок, не промышленные масштабы, поля скоро будут с арбузами в Беларуси? Мы проводим уже исследования с арбузами более 8 лет. За это время изучили коллекцию арбузов, которые есть доступны на рынке. И на основании этих исследований разработали технологию выращивания арбуза в условиях Беларуси. И по этой технологии она уже опробирована во многих областях, и по ней выращиваются арбузы. Даже в наших условиях есть хороший экономический эффект, поэтому многие фермеры проявляют интерес к этой технологии. По вопросу выведения сортов арбуза мы еще не подошли к этому вопросу. Мы с грядки взяли средненькие. Может быть, зрителям кажется, что он не такой уж и большой, но таких вот больших, как на рынках, да, мы не видели. Это так задумано? У нас в условиях Беларуси хоть и существует потепление климата, и мы можем выращивать арбузы, но все же это ранние гибриды. То есть они немного мельче размеров. Но в то же самое время это есть и свои плюсы. Порционные арбузы, которые можно съесть за один раз и которые не лежат в холодильнике долгое время. Хорошо, арбуз оставим, пускай полежит. Если говорить о вашем большом хозяйстве, да,
Что сейчас, может быть, в перспективе, направления какие-то основные именно по работе института? Так сложилось исторически, что основные культуры в Республике Беларусь – это лук, свекла, морковь, капуста, томат и огурец. И именно на этих культурах сосредоточены усилия института по выведению новых сортов. Очень хорошее достижение у нас по капусте белокочанной. Создана линейка сортов и гибридов капусты белокочанной всех групп спелости. В результате государственного испытания наши разработки получили высокую оценку. Также оценили высоко достижения наших селекционеров зарубежные ученые Польши и Германии. Дело в том, что наши сорта гибрида капусты значительно превосходят зарубежные по заквасочным качествам вкусовым. Мы такой высокой планки стараемся достичь и по остальным культурам. Я предлагаю на несколько минут прервать наш с вами интереснейший разговор. Давайте посмотрим еще один сюжет, а потом вернемся опять на поле. Ученым Института овощеводства все чаще приходится искать способы обмануть капризную погоду и реагирующие на нее растения. Нас ведут к томатам, хорошо изученной и адаптированной культуре, которую в Беларуси не выращивает только ленивый. Но оказывается, у помидорчиков сегодня большие проблемы, и виноват в этом меняющийся климат. Растения овощные, они очень чувствительны к контрастам. В теплице, допустим, днем бывает 32-35, а ночью температура падает на градусов 10-12. Вот эти резкие перепады очень ощущают растения. Поэтому нарушается система питания. Некоторые элементы питания, азот, фосфор там и другие, плохо работают. Корневая система не может взять элементов питания. Поэтому мы должны работать на растении через лист. С этой задачей отлично справляются несложное водорастворимое удобрение, к примеру, калина и селитра, которую можно найти в любом садовом центре. Всего 30 граммов на 10 литров воды, и обрызгивание даст растению новые жизненные силы. Через 2 недели ученые рекомендуют аналогичную обработку томатов провести с микродозами препаратов с азотом и фосфором. Полив томатов тоже особый. Некоторые вот заблуждаются, сядут в теплицу, особенно в пенсионном возрасте, и не отходят от этой теплицы. Утром поливаю, в обед, вечером. И каждый день. Оказывается, это особо пользы мало приносит. Потому что листья все равно они вянут, тургор теряют, когда частые поливы. А почему? Потому что вымываются соли, которые может растение взять. И известна соль, она держит воду в листьях. И поэтому надо вот эти подкормки проводить и поливать где-то 2-3 раза в неделю. Еще один секрет успеха – формирование куста помидоров. Если пустить процесс на самотек, то вырастет только ботва, вообще без плодов. На них у растения просто не хватит сил. Кроме того, в теплицах, если высокорослые помидоры, вот эти вот такие, то надо, конечно, проводить посынкование. Убирать вот этот вот самый побег, он не нужен. Но оставлять пенечек. Если, допустим, мы до низа убираем, значит, тут получается травма. И получается возбуждение вот этих почек, они могут давать и боковые. А когда уже пенек, он сдерживает. Ну и, конечно, надо, тут мы специально не убирали, надо вот на первой кисти, чтобы было где-то 6-7 плодов. Эти вот надо плоды срезать. Вот удаляются эти вот плоды. Вот так вот. Оставляется по 5-6 плодов. Почему? Потому что когда много плодов, растение не идет вверх. Но плоды держат рост. А когда вы ограничиваете вот на первой кисти где-то 5-6 плодов, потом опять где-то 5-6, и мы даем ход растению. У холодостойких культур лука, моркови, свеклы, капусты свои проблемы. Урожаи мы получаем, но сберечь их надолго часто не удается. Основная задача у нас перевести всю селекционный процесс по овощным культурам, по основным, на гетерозисную основу. То есть создание гетерозисных гибридов, конкурентоспособных, ничем не уступающим западным образцам. Это и различного спектра зрелости, начиная от ультраскороспелых сортов и гибридов, которые дают за 45-50 дней урожай, и кончая поздних лёжких гибридов капусты, которые могут храниться до нового урожая.
Гетерозис – это увеличение мощности и продуктивности гибридов первого поколения по сравнению с родительскими формами. При этом своего потомства такие растения не дают. Сегодня в мире наблюдается вытеснение классических сортов популяции овощных культур их гибридами F1. Такая селекция дает возможность оперативно добиваться нового желаемого признака, например, устойчивости к заболеваниям. Гибриды получаются выровнены по срокам созревания, вкусовым качествам и размеру плодов. К примеру, качан капусты сейчас востребован покупателями размером от 1,5 до 3 килограммов, а не 7-8, как она росла раньше. Ученые стремятся удовлетворить этот спрос и сохранить прежние качества. Мы работаем, чтобы не потерять самое главное наше преимущество – это качество. Вкусовые качества, засолочные качества. Например, я вам хочу сказать, что вот та белорусская 85, знаменитая наша капуста, она непревзойденная по засолочным типам. Лучше квашеной капусты, чем из белорусской 85, вы не получите. Такой в свое время наши предшественники создали уникальный сорт. Ну, мы и в том числе ведем работу, чтобы перевести и старые сорта на гибридную основу. То есть выровнять, повысить их устойчивость к заболеваниям. Вы видите, погодные условия сейчас у нас стрессовые. Среди недостатков белорусского овощеводства – бедный ассортимент овощей. Чтобы его расширить, сотрудники института берутся за разные виды привычных культур. Так, в этом году будут закончены работы по выведению своего сорта лука-порея. Это самый ценный вид лука. В Европе он очень популярен. Теперь возможность массово выращивать его появится и у наших аграриев. Как специалист, скажите, за гибридами будущее. И что значит пометка F1 на семенах? Повышение конкурентоспособности отечественной селекции зависит в первую очередь от перехода от сортовой на гибридную основу. У нас уже созданы гибриды по таким культурам, как капуста, томат, перец, огурец. Переданы в 2015 году на государственное испытание первые отечественные гибриды свеклы столовой и моркови. Сейчас мы усиленно работаем над луком репчатым и в скором времени сможем создавать гибриды и по этой культуре. И это мировая тенденция, мировое направление. В этом направлении работают все селекционеры. F1 – это означает, что гибрид первого поколения. Гибрид F1 – это специальный искусственный сорт, который ежегодно получает семена селекционерами и семеноводами при специальном скрещивании и перепылении родительских форм, которые называются мама и папа. Они однородны и по морфологическим признакам, и генетически, и значительно превосходят родительские формы по различным показателям. Но если их пересевать, то в следующих поколениях они не сохраняют данные признаки, происходит расщепление, и со временем они вырождаются. И поэтому приходится селекционерам и семеноводам каждый год получать новые семена. Я уверена, что некоторые, услышав у вас искусственное, сразу подумали, ага, значит, что-то не натуральное. То есть гибриды – это тоже все натуральное, ничего такого, что вот может навредить. Правильно? Да, конечно, это натуральные растения, просто определенным образом отличается методика получения семян их. И за счет этого повышается однородность, что очень важно для производителей, особенно промышленных сельскохозяйственной продукции, чтобы была именно выровненность по скороспелости, по высоте, по форме, по размеру, по цвету. Тогда повышается товарность, и это перекрывает экономические затраты на создание семян, хоть они и дороже, но экономический эффект от реализации однородной продукции и без потерь, это окупает свое. Поэтому все смотрят и стремятся переходить на гибриды. Андрей Иванович, последний вопрос. Мы с вами наш разговор начинали с арбузов, с экзотики, да? Может быть, в ближайшее время с учетом глобального потепления климата, у нас вот лето какое замечательное это было, может быть, рядом с арбузами появятся дыни, баклажаны, ну и еще что-то, что до этого, в принципе, казалось невозможным вырастить в Беларуси? Да, такое вполне возможно, но это в большей степени определяется не изменением климатических условий, а социально-экономическими и общественными интересами. Сейчас имеются гибриды арбуза с мелкими семенами, незначительным их количеством, тонкой кожурой, и окраска мякоти варьирует, даже желтые арбузы можно найти, красные, ну, любых оттенков. Именно селекционные успехи позволяют вводить новые культуры. То есть с учетом общественных интересов, если будет такая потребность, то наука готова предложить свои услуги. Например, у нас в институте имеется 130 сортов по 38 культурам, хотя и, например, в общественном секторе используется всего лишь 6, но у нас они на полях выращиваются, поддерживаются в коллекциях, чтобы при общественных запросах мы можем предложить эти сорта и культуры. То есть, в принципе, готовы выращивать любую экзотику
При повышении доходов населения возрастает спрос на экзотические культуры. Если люди готовы ценить и платить, то нет проблем технологически вырастить их. Вопрос себестоимости. Но если есть спрос, то будет предложение. Ну что ж, спасибо и вам хорошего урожая. Ну а у нас научный дайджест, и сегодня он тоже овощной. В этом году впервые в истории немецкие ученые, работающие на полярной научно-исследовательской станции, смогли вырастить овощи на южном полюсе Земли. Урожай для тех мест получился богатый – 70 редисов, аж 18 штук огурцов и почти 4 килограмма листового салата. В этом им помогла высокотехнологичная теплица, где используется общий подогрев, замкнутый цикл полива и оптимизированный свет. Температура окружающего воздуха за пределами теплицы составляла минус 20 по Цельсию. Развивать нехарактерные для севера России виды агропрома, в том числе картофелеводство, планируют ученые и аграрии Ямало-Ненецкого автономного округа. В ближайшие годы они планируют построить тепличные комплексы площадью 9 гектаров для круглогодичного выращивания овощей и фруктов. Ученые Центрального сибирского ботанического сада предложили решать проблему нехватки микроэлементов в пище россиян с помощью экзотических овощей, адаптированных для выращивания в Сибири. Самыми перспективными для внедрения признаны восточно-азиатская фасоль вигна, родственницы тыквы бенинкоза и мамардика, а также африканский рогатый огурец кивана. Итальянские ученые разработали электронные татуировки для овощей и фруктов, позволяющие следить за их спелостью. Они обратили внимание на детские переводные татуировки из тонкого слоя этилцеллюлозы, который крепится к бумаге водорастворимым составом. Текст или изображение изготавливаются при помощи обычного струйного принтера. Аналогичную технологию ученые применили для продуктовых татуировок. Они полностью съедобны и состоят из биологически инертного нанопорошка. Это было «Наукомания», и мы, заметьте, уже начали копать картошку. Хорошего и вам урожая. Увидимся на телеканалах «Беларусь-3» и спутниковом «Беларусь-24».